Всем привет-привет! С вами канал Alive, меня зовут Карина. И мы находимся в Калининграде. Сегодня мы решили посетить музей Королевские ворота. Вот мы сейчас находимся напротив этого музея. Нам нужно, я так понимаю, несколько раз перейти дорогу. И мы пойдем. Но пока мы идем до Королевских ворот, я хочу рассказать легенду, историю. Во время войны немецкие захватчики очень много похищали ценностей из российских музеев, церквей, а также пытались сохранить свои собственные музейные экспонаты и различные архивы. И когда начали, так потихонечку вот эти вот Королевские ворота передавать в музей Мирового океана, в собственность музея в 2005 году, оказалось, что до 1960 года, вот считай, Кёнигсберг передан Советскому Союзу в 45-м, да, в 46-м начали заселяться российские граждане, а до 1960 года о Королевских воротах ничего, никакой информации вообще нет. И по сведениям Калининградской археологической экспедиции, это секретная организация, и были такие подозрения, по сведениям этой организации, что в этих Королевских воротах хранились все эти музейные экспонаты, всякие драгоценности. Их прятали, и прятали в том числе и в советское время, после того, как Советский Союз, так скажем, захватил себе Кёнигсберг. Ну как захватил, потому что война была, да, и этот город просто отошел нам по праву. И я думаю, что это малая часть того, что мы могли вообще себе, в принципе, взять. И все вот эти вот, ценности, скорее всего, там были, и когда их обнаружили, я так понимаю, их куда-то передали. Но никто не знает, это все засекречено. Но до 1960 года вообще в советских документах нет ни одного упоминания об этом здании. Мало того, конечно, оно совершенно не консервировалось, не реставрировалось. Аж до 1975 года вообще с ним ничего не делали. В 1960-м там первое упоминание, малюсенькая заметочка в советских документах. Все. В 1975 году только вообще начали хоть как-то его на баланс брать, понимаете? Поэтому это очень интересное здание. Я думаю, что ветер, конечно, мешает, но мы сейчас уже зайдем в музей. Вот я его сниму сейчас поближе, фасад здания. Очень красивое здание, оно сейчас отреставрировано. Принимали участие и правительство Российской Федерации, и Калининградская область. И все. Поэтому нужно... Нет, выходной у нас обычно понедельник и вторник здесь. Вот. Собственность музея Мирового океана. Заходим. Здравствуйте. А как попасть в музей? Касса здесь? Ага, спасибо. Да. У вас такая касса оригинальная. Даже не поняла, что это касса. Думала, что это сувенирная лавка. Все вместе, да, у вас? Хотим. Хотите на концерт? Да. Очень красиво здесь. Очень. Здравствуйте.
Нам стульчик сказали, ждут. То бишь, большой раз Дадут. ага. А еще можно стульчик? А вот есть стульчики. И были конкурсы, объявлялись конкурсы. Но никто не был отмечен так, как должно. Не была подхвачена эта музыка. А в Калининграде, да, Ленинградской области, сейчас стоит освещение, это музейное освещение. Пожалуйста, приезжайте, собеседуйте, иногда подходят люди,
слова молитвы на эту музыку. Вот родилось такое произведение с другой тональностью, правда. И еще позднее была написана вот эта партитура, которую исполнял наш ансамбль. Сейчас мы Бах, Авария, пели, поем все годы, 16-й год уже это произведение, это наш талисман. И даже исполняли Пассау на берегу Дуная на одном
своего спектакля, она уже живет отдельно. Вообще много фрагментов из сказок Гофмана. Баркаролла. Льет жемчужный цвет луна, лагуну смотрят звезды. Ночь дыханием роз полна, мечтам любви верна. Жизнь
вечерний звон. Я помню, что одна женщина даже расплакалась, потому что ей даже диска не хватило, чтобы купить диск с этой песней. Она шла послушать эту музыку. Кто-то идет слушать Энтин Фонтарал, песню, которую мы пели, кто-то русскую музыку. Когда мы спрашиваем, что вот у нас время ограничено, что для вас спеть? Какую песню? Они говорят, русская, ваша песня. Что мы, конечно, с удовольствием делаем. Но сейчас мы исполним песню Капу Капура. Вы все прекрасно знаете, с детства, наверное, с мультфильмом «Ну, погоди». «О соле миа». Участвовать. Это как, знаете, дополнение к оркестру. Поэтому вот мы тоже к вам обращаемся вместе с композицией. И песня «Фуникули фуникула» была написана в честь ознаменования, как рекламный трюк. Мы попросили композитора Дэнса написать эту песню в честь события очень важного. Был построен первый фуникулер по подножью горы Везувий. Не самый первый фуникулер,
Сынок, ты тут вдохновился под музыку вообще. Так, а здесь у нас что? Как начать обход музея? Смотри, кирпичи. Потрясающе. Смотри, какие разные кирпичи. Тут следы, смотри. Здорово. Здорово. Все подписанные экспонаты. Эти кирпичи экспонаты самые настоящие. Здесь чего только нет. Штампы разных, видимо, ну, где производили, да, кирпичи. И есть следы, смотри. Королевский замок. Здорово. Это из развалин Королевского замка. 13-20 век. Но мне нравится, тут нашли прямо со следами различных зверей. Так это интересно вообще. И даже ребенка след. Царапины. Интересно как. Здорово. Вот этот вот, где сильно вдавили, это 11-й. Ну-ка посмотрим, что это. 11-й. Нету 11-го. А, так, это тут ворота. Подождите. Вот это внутри где-то здесь, да? Так, замки подписаны. А где кирпичи подписаны? Не могу понять. Там ключи, вот еще есть. Замки, ключи. Какие ворота есть вообще, в принципе. Но кирпичи, видимо, вот сами по себе не подписаны, я так понимаю. Но было бы интересно, конечно. Это здесь различные Да, это, позиции. это позиции, да. Угу. Миниатюра. Здорово. Доспехи. Ларец такой, да, прям древний. Так здорово. Ключи. Смотри, какие ключи. И кот. Прусский кот. Прусский кот. Да. Ключи вообще мне очень нравятся. Это что, подзорная труба? Тут все рассказано. Вот. История ворот королевских. Мне вот, знаешь, мне нравится здесь так красиво. Мне здесь очень нравится. А вам, дорогие друзья, нравится или нет? Мне вот очень понравилось здесь. Очень. Сюда, наверное, да? Скажите, как в музей пройти? Ну, мы посмотрели концерт,
Первый зал, самый дальний. История ворот, история Мы города. посмотрели. Там коту загадывают желание, стереоскоп. да? Посмотрели? Да. Стереоскоп. Нет, еще. Напротив кота деревянный ящик увидите, это Ага, стереоскоп. хорошо. Второй зал Великое посольство Семилетняя война. И вот смотрит фильм, как восстанавливали ворота. Тоже посмотрите, он по кругу зацикленный. Здесь развитие аптечного дела Восточной Пруссии. Телефон прослушайте. Здесь можно посмотреть, как выглядел Королевский замок. Перелистывать фотографии очень просто. Так нажимаете, переходите из раздела в раздел. Спасибо большое. Надо коту загадать желание, оказывается. Ух ты, какие камушки. Тут все минералы собраны, какие есть. Самые главные. Предметы бытовой культуры. Ух ты, ворон. Ну, это прям колдовство уже самое настоящее, а не аптекарское дело. Ух ты, какие ракушки. Ты посмотри. Здорово как. Морских кораллов. А вот там, смотри, маленькие очки. Очки с янтарными линзами. Здорово. Ну и там, конечно, вот прям на аптеку как-то. Это больше на колдовство тянет. Вот голова черепахи, панцирь, ракушки. А тут разные снадобья. Вот смотрите, все, что... Магия приготовления лекарств. Да, и написано магия, понимаете? Это никак совершенно с медициной уже не связано. Пряности. Да, это вообще пряности. Вот змеиная кожа, понимаете? Это все про нас. Это Летучая мышь. летучая мышь, вот она. Какие лекарства? Что вы? Вон летучие мыши сушеные висят, перцы, травы, ракушки, крокодилы, змеи, мастерская алхимика, паук и все потрясающе. Мне нужно, подержи камеру, сделать фотографию, потому что это просто шедевр. Это очень красиво, во-первых. Во-вторых, это прям в тему. У нас здесь весы такие настольные. Да, я хочу еще вот так. Так, сейчас. Так, я... Что услышим в телефоне? Тут телефон надо прослушать, сказали. А что тут услышать можно? Древний телефон. Что там? О, здравствуйте, мне говорят. Отличная история. А куда, на какую кнопку надо нажать? А вот нет. Давай, нажми. Аптека склад. Так. Слово «аптека» греческого происхождения и дословно переводится как «место хранения», «хранилище для запасов». Впервые слово «апотхека» встречается в записях Гиппократа еще в IV веке до нашей эры. Именно это название он дал месту, где готовились и хранились лекарства. Так, что еще можно нажать? Растолочь или растереть. Растолочь или растереть – вот два действия, которые выполняются с помощью ступки и пестика, основных инструментов фармацевта. На выходе либо порошок, либо паста. Отсюда разница в материале, форме и размерах ступки и пестика. Самые прочные каменные и металлические ступки. В них можно и толочь, и растирать разнообразные вещества и ингредиенты. Попробуйте сами в нашем лабораторном уголке. Вов, нажми бензин в аптеке. Но меня заинтересовала реально статья. Бензин в аптеке. Когда в конце XIX
века появились первые автомобили с бензиновыми двигателями, заправок еще не существовало. Приходилось покупать бензин в аптеках. В то время его продавали в небольших бутылочках, по одним источникам в качестве лекарства от кожных болезней, по другим для чистки одежды. Вов, нажми еще. Вот лекарство с использованием янтаря, 46 рецептов. А мы нажимали. Нет, нет. 46 рецептов с использованием янтаря. 46 рецептов с использованием янтаря для лечения различных болезней предлагал профессор Кёнигсбергского университета, врач и аптекарь прусского герцога Альбрехта Андреас Аурифабер в своей книге «История янтаря», изданной в 1551 году. В настоящее время возросший интерес к янтарю активизирует изучение его состава и физико-химических свойств. На основе янтарной кислоты и янтарного масла выпускаются вещества, входящие в состав косметических средств, которые предлагает наша аптека. Здорово. А тут-то что? Там просто помещение, видимо, такое, что... Так, тут что у нас? Аптекарские весы, колбы всякие, витражное стекло, янтарь на весах, всякие, смотрите, бутылочки старенькие. Явно щипцы или что-то, лопатка какая-то. Так, а здесь чайник, самовар, бульонетка, перколятор, сосудомерное устройство для обжима пробок, янтарь. Здорово. А тут что? Тоже всякие штуки морские. Аптечная тетрадь. Так, девчонки, запоминайте, фиалковая помада для волос. 950 грамм свиного жира, 50 грамм белого воска, 30 грамм жирного жасминного масла, но 0,03 это у нас, очень мало кумарина, 0,05 гелиотропина, 5 капель розового масла, 2 капли бергамотного масла, 2 капли масла фиалкового корня и 0,5 алканина. В готовой массе прибавляют несколько капель индиго-кармина, нежно-фиолетовой помадой наполняют банки молочного стекла. Кто-то же. Аптечные истории. Весело. Аптека великого Курфюрста. Так, что тут еще? Гриб трутовик. Широко распространенный лесной паразит, считается народным средством для похудения. Трутовик богат клетчаткой, содержит некоторые витамины и минералы, но наиболее часто применяют его как источник дубильных веществ и органических кислот. Кислоты нужны тем, кто испытывает трудности с усвоением определенных продуктов. Считается, что трутовик способен снижать уровень сахара в крови. Ничего себе! Чертов палец, белемнит. Мы про него много рассказывали. Он же белемнит, отряд вымерших головоногих моллюсков из подкласса двужаберных, существовавший в период мезозойской эры, а чертов палец их раковины, получивший свое название благодаря их внешнему виду. Богат полезными минералами, но основной составляющей является органит, карбонат кальция, количество которого достигает 97-98% от всей массы. Ввиду магических целебных свойств окаменелых моллюсков, из них изготавливают амулеты и обереги. Множество народов мира верит в магические свойства белемнита. Чертов палец или громова стрела с древних времен использовали в качестве берега для дома. Белемнит считается уникальным источником положительной жизненной энергии, способной нейтрализовать внешний негатив. Белемнит обладает мощными целебными свойствами благодаря составу, в котором основную долю в количестве 97-98% занимает органит, минерал, обладающий антимикробным и ранозаживляющим эффектом. Вот так-то. У нас есть вот такие рецепты. Рецепт хорошего настроения.
За 10 рублей можно поставить печать нашу артикульскую. А их можно купить? Да. Здорово. Да, конечно, мы купим обязательно. Вот можете выбрать какие. Хорошо, спасибо. Вот это мне прям очень понравилось. Так, нам нужно выбрать рецепты хорошего настроения. Это одинаковые вот эти, да? Ну, они разные картинки и разные Разные картинки. А сколько они стоят По сами? 10 рублей. Вообще все эти по 10 рублей? Ну, каждый по 10. А можно набрать много рецептов? Набирайте. Если по 10 рублей я могу много набрать. Потому что мне они нужны 100%. Так. И просто вот мне же на подарки обычно. Да, обычно так берут на подарок. Так. Белых, конечно, тоже возьму. Здорово. Такие красивые. Так. Какие там еще есть? Только такие. Угу. Ну, мне еще дайте немножко. Чтоб... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Ну вот 20 надо. 20? Да. Пусть какие-нибудь. 13, 14, 15. Спасибо большое. 200 рублей. Вот туда, в копилочку, пожалуйста. Хорошо. А у меня, если что, есть в рюкзаке наличка. Ты доставай, а я пока все осмотрю. Потому что тут много всего есть интересно. Еще надо печать поставить же, точно. Здорово. Тут разные сувенирчики есть. Потрясающие. Коты. Открытки. Вот эти веники, это вообще шедевр, конечно. Только посмотрите на это. Это же ведьмина кладовая. Снадобья. Бутыль. Прекрасно. Я в камере тут отражаюсь. Так, сейчас фотографируем. Здесь прям вот интересно. Здесь очень интересно. Так, посмотрим сам процесс. Стол. Нет, вы надавливаете? Да, Ну, понял, как да. бы нет. Таким образом. Мы ставим печати. Ну вот, товарищи, мы вам будем посылать такие рецепты. Представляете? Владимир Николаевич, попрямей, пожалуйста. Ну, остритесь. У печати есть свой этот фокус. Как она должна стоять прямо вот. Вот. Так. Разве это важно? Конечно. Особенно для меня, перфекционист. Но вообще перфекционизм признан психическим заболеванием. Так что это... Мы как в больнице ставим, как в аптеке. Да, как в аптеке ставим, да? Здорово как. Что тебе надо было мужа как-то занять, понимаете? А как его занять? Можно ставить печать. Я пошла посмотрю пока, что там есть еще интересного в других залах. Здесь мы еще не имели возможности все посмотреть, потому что здесь шел концерт, который мы сначала смотрели. А теперь можно вот посмотреть Карамзин. Чаепитие, да? С Карамзиным мы тут
230 лет путешествия Карамзина в Европу. Маршрут путешествия Карамзина. Прям такие красивые вещи здесь. Потрясающе просто. Посуда шикарная. Кораблик. Стол такой вообще шикарный, конечно. Очень здесь мне нравится. Я пошла загадаю коту свое желание. И вы, дорогие зрители, когда будете смотреть наши видео, обязательно потрите этого кота. Ух ты! Все, можно всем загадывать желание. Можете потереть экран, и я потру кота. Киську. Конечно, она и более меня, как человека в своей профессии, я больше всего воспринимаю тот зал, где висят пучки, где все как у меня дома практически. Это то, что нужно. Мы сейчас еще что-нибудь прикупим. Мы сейчас еще что-нибудь обязательно прикупим. Все недорого, кстати, совершенно, вот, если честно-то. Так что можно еще что-нибудь купить будет. Все, дорогие, мы с вами пока прощаемся, попозже, может быть, что-то еще снимем. Ну что ж, мы вышли из дворца Королевских ворот. Мне очень все там понравилось, так было круто. Мои мешочки, мои пучки и змеиная кожа. Это все мне было дорого сегодня. Мне вообще очень там понравилось, там так загадочно. Мы столько всего купили, я вам по секрету скажу. Вот. И вообще круто все было. Я очень рекомендую этот музей Королевских ворот для тех, кто в память о пребывании в Кёнигсберге в 1697 году Великого посольства не могу прочитать. Петра. Великого посольства Петра Первого. Вот тут путь. И камень вот такой памятный. Вот так вот все красиво. Здесь. А вот здесь еще есть указатель. Куда Москва, куда Берлин и куда Вена ведут. Как дойти? Ближе всего Берлин, 625 километров отсюда. Всего лишь. Ну, друзья мои дорогие, всем пока, до новых встреч. Я рада сходить в этот музей и надеюсь, что вы тоже рады вместе.